Пожалуйста, Адлет Турузбекович, есть вопрос к представителю Да, президента Кабинета министров? Пожалуйста. один вопрос. Вот в части сроков применения здесь вопросов нету. Вот в части освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Вот вы подчеркнули то, что амнистия может быть применена в случае только применения наказания в виде лишения свободы. А в случае, если в санкции данной статьи имеются альтернативные наказания, более мягкие, то есть судом обязательно необходимо будет именно выбрать наивысшую меру наказания в виде лишения свободы и потом только применить акт амнистии. Ну, в законе четко написано, что возьмите 2, 3, 4 статьи, сократить наказание в виде лишения свободы осужденным за тяжкие там на треть, освободить от уголовного наказания в виде лишения свободы лиц, впервые совершивших. То есть суд, по идее, применяя акт амнистии, он должен будет назначить, например, наказание и освободить в виде лишения свободы. Но если это будет штраф, я считаю, что акт амнистии не может быть применен. Поэтому я говорю, были случаи, когда впервые эти акты применялись, что адвокат заявлял ходатайство, назначить наказание и освободить. Потому что штраф подлежал уплате. Я понял. И уточняющий вопрос. Вот. Освобождение от уголовной ответственности по нынешнему законодательству возможно и прекращение уголовного дела? Ну, теоретически, если в Уголовном кодексе написано, что Жогорку Кеңеш издает акты амнистии об освобождении уголовной ответственности, возможно, но у нас, видите, все-таки Уголовный кодекс, он содержит основные принципы, а реализация каждого акта амнистии проходит на основании закона, специального закона. Закон готовится на основании закона об основах амнистии и порядке ее применения, и уже конкретный акт амнистии, вот как наш закон 24 года, ну, в связи с 30-летием Конституции и 75-летием Всеобщей декларации. То есть мы не можем только на основании одного документа говорить об акте амнистии. Акт амнистии именно тот закон, который вы оспариваете. Но этот закон должен базироваться на вот этих других нормативных актах, которые содержат принципы. Это 12 статья Уголовного кодекса, 93-я, 60-я статья Конституции, 6-я статья Конституции. То есть это все должно быть, они в системной взаимосвязи должны быть. Но нынешний наш закон, который вы оспариваете, он касается именно освобождения от наказания в виде лишения свободы. Там написано так дословно. Спасибо, больше нет вопросов. Айдар Хасмалевич, есть у вас вопрос? Есть вопрос. Скажите, вы сказали, что не согласны с ответчиком, что-то я вас не понял. Вы можете еще раз повторить, в чем вы не согласны с моими доводами? Здесь имелось в виду, что вы говорите, там следователь может применить, там в ходе следствия прокурор. Данный акт амнистии это применяется только судами. Следствие не может прекращать и применять акт амнистии. Где это написано? Следствие применяет именно вот освобождение от уголовной ответственности возлагается на органы следствия. Это а не во время. Не относится. Где это взяли? В законе самом об амнистии там написано, что органы возлагаются, исполнение настоящего акта амнистии возлагается на суды и судей. Вы здесь ошибочно это отвечаете. Ладно, понятно. Теперь вы сказали, что уголовной ответственности более широкое значение имеет, чем наказание. В чем видите разницу? От уголовной ответственности, от наказания. Почему вот вы считаете, что уголовная ответственность имеет более широкое понимание, да? А от наказания это более узкое, по-вашему? Признание виновным – это уголовная ответственность. Но это еще не есть наказание. Уважаемый, я же говорю, государство признает виновным, говорит, что вы совершили преступление, но оно еще не назначило наказание, но уже уголовная ответственность начинает наступать. А потом, если и назначить наказание, это уже идет наказание. Поэтому понятие уголовной ответственности шире идет. Еще есть вопросы у вас? Нет. Микрофон, пожалуйста. Есть вопрос, да? Пожалуйста.
Алмаз Тавалдыевич, вот такой вопрос назревает актуальный. Скажите, пожалуйста, вот 6-месячный срок, он по логике законодателя, для кого он направлен и предназначен? Для правоприменителя, либо для обвиняемого? И может ли обвиняемый нести ответственность в процессуальном аспекте за просрочку этого 6-месячного Не, срока? обвиняемый никак не может нести ответственность, потому что акт амнистии же от имени государства исполняется судами. Это касается, ну, например, человек отбывает наказание в колонии. 6 месяцев срок начинается для администрации исправительного учреждения. Они обязаны составить график, посчитать людей, каждому пересчитать срок и внести в суды, соответственно, представление, что пересчитали. Это будет следователь, он должен закончить дело, если это видит, что амнистионное дело, направить в суд в этот срок, закончить. Если это касается прокурора, изучает дело, вышел акт амнистии, он должен либо следователю вернуть, либо своим актом внести ходатайство о применении актов. Но это никак не должно касаться лиц, в отношении которых акт амнистии применяется, потому что акт амнистии это же, ну, это акт гуманизма, и, соответственно, люди, которые подпадают под акт амнистии, они не должны претерпевать нарушение их сроков, ну и тем более никакой ответственности не должны нести. Это в отношении их акт, поэтому здесь Спасибо. у них никакой ответственности нет. Есть вопрос, да? Пожалуйста, Хакель Джамилевич. Уважаемый Алмазбек Тавалдыевич, вот я хотел уточняющий момент от ваших мыслей, значит, подчеркнуть. По вашему мнению, я так понимаю, что сама природа амнистии, акта амнистии, имеет назначение только лишь освобождение от наказания, правильно? Да. От наказания, как акт гуманности и милосердия государства, правильно? Так же, как и акт помилования. Вы помните, что в свое время, значит, закон был единый об основах помилования и амнистии, потому что отдельно, принципы применения Да. с точки зрения гуманности, они были единые. И в этом плане законодатель имеет в виду освобождение именно от наказания лица. То есть цель, ну, облегчить жизнь тому виновному человеку, признанному судом виновным, правильно? Да. Вот наказание. О штрафах, о других видах как бы речи не идет. Да. А другие направления, то есть другие стороны предусмотрены, то есть нормы регулирования, предусмотренные Уголовным кодексом, они действуют уже в рамках других, как бы, это комплекс применителей, правильно? То есть предназначение акта амнистии, закон об амнистии, это исключительно и освобождение от наказания. И, значит, направлено для того, чтобы они применялись судами, правильно? Для применения судами. Да. Так я понял, Да, я так, потому что, говорит, когда этот закон об основах амнистии готовили проект и вносили, там речь шла о том, что государство именно самый тяжелый вид наказания лишения свободы, и, соответственно, они только взяли один вид. Это не касалось штрафов, не касалось понятно, я условных понял. И теперь осуждений. следующий вопрос. Вот председательствующий, значит, задавал эти вопросы. Вот в данном случае законодатель меняет, как бы, да, структуру вот этих норм. В одном случае освобождает от наказания и от ответственности, в другом случае только от наказания. В том случае, когда законодатель оставляет только лишь освобождение от наказания, это не означает, что другие институты, предусмотренные Уголовным кодексом, перестают действовать. Нет? Или да? Нет, потому что То есть Джогор Кеңеш же окончательный проект акта амнистии, он же готовит. получается, если даже в том виде оставили бы, законодатель оставил бы в том виде, в котором было в предыдущем, то есть вот в средний период, да, когда оставать только наказание, это абсолютно не меняет, как бы, освобождение от ответственности в случае издания акта амнистии, правильно? То есть я имею в виду на стадии следствия, как вы сейчас спорили, Не, на ну стадии если в законе досудебного о производства. конкретном акте амнистии напишут, возложить исполнение настоящего закона по делам, находящим в производстве судов, на суды, по делам, находящих в производстве следователей, на следователей, прокуроров, пересчитать. Иногда были акты, когда колония могла просто пересчитать, и прокурор утверждал без суда. То есть были, понятно. что То есть сроки, это... например, освобождения колония могла сама, надзирающий прокурор утверждал, и это считалось окончательным сроком. Понятно. То есть механизм исполнения указывается, Да. и все, в принципе, То остальные есть институты как работают, примут, правильно? если завтра Джогор Кеңеш примет акт освободить от любых видов наказаний, то есть и от штрафов,
Ну, будем исполнять Понятно так. ваша позиция. Спасибо. Так, у меня к вам вопрос. Вот. Ну, с учетом, во-первых, того, что сегодня студенты присутствуют, как раз-таки конституционное судопроизводство направлено на исправление каких-то дефектов не только в правовом регулировании, но и в правоприменении, которые тоже возникают не на пустом месте. Для того, чтобы именно было единое понимание и правоприменение без нарушения каких-то основных конституционных принципов. Вот почему мы пытаемся разобраться в данном случае в каждом этом. Вот в связи с этим и вашей такой небольшой полемикой с представителем Джордж Кенеша, вот, пожалуйста, мне смотрите. УПК, 27 статья. Нет, выше. Вот, смотрите, да, уголовное дело не может быть возбуждено, это 27 статья, да? Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению. И одним из оснований, 11 пункт. Вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние. Да? То есть, опять же, здесь в данном случае возлагается на органы досудебного производства как бы выполнение вот этих, и даже независимо, здесь не сказано было здесь именно конкретно говорится, если акт амнистии предусматривает освобождение именно от наказания. Мы поэтому здесь и собрались, поэтому мы и говорим о том, чтобы вот это все у нас было такое единое понимание данной ситуации и увидеть дефекты правоприменения для того, чтобы их устранить в будущем. Чтобы не было неравного отношения к тем же, например, лицам, в отношении которых должна быть применена амнистия. Да? Вы в этом смысле, вот если резюмировать ваше выступление, вы сказали, да, что независимо вот этот 6-месячный срок, если преступление совершено в рамках этого 6-месячного срока, если оно даже выявлено позднее, после истечения этого 6-месячного срока, и этот акт амнистии подлежит применению. Вы правильно, да? Вот ваша позиция. Да, скажем, я остаюсь так на этой сказал. позиции. Теперь вот давайте с этой точки зрения, как же нам быть с другими, как должны поступать другие правоприменители, не только суды, не только суды. Я исходил, когда правовую позицию давался, вот выступал, я исходил из статьи 4 закона об амнистии. Там четко написано. Да, по специальному закону, что и этот акт амнистии применяется судами в отношении конкретного, в отношении каждого индивидуально запрашивать дополнительные сведения, и на суды возложено. Соответственно, я исходил из этой. Но в данном случае я считаю, что надзор за органами следствия, прокуроры дадут более ясный ответ, как лучше поступить. Я здесь не готов. Да. Сейчас, еще один вопрос. Да, пожалуйста. Алмазбек Тавалдиевич, тогда, в общем-то, получается из ваших слов, вы сказали, что акт амнистии в первую очередь направлен для правоприменителей, правильно? Если в случае субъект, который подпадает под акт амнистии, пропускает этот срок, получается, ну вот эта ответственность пропуска срока не является обязанностью этого лица, правильно? То есть именно поэтому правоприменители в любом случае по истечении 6-месячного срока должны рассмотреть этот акт. Да. То есть вот согласен, так нужно будет поменять. Да, правильно же? Это позицию. Не есть ответственность этого лица, а есть ответственность правоприменительных органов. Здесь, если видите, есть пропуск если срока. преступление выявили через год, о том, что оно было совершено в 2018 году, выявили в 2026 году, возлагать ответственность на кого-то, ну, тяжело. Заявление поступило, оказывается, действительно есть доказательства. Ну, мы же не можем наказывать там органы следствия. Ну, выявили, посмотрели, своевременно возбудили, акт амнистии применили. То есть я имел в виду, что вот этот 6-месячный срок касается по тем делам, чтобы люди не ждали годами, когда в отношении мой срок пересчитают, когда меня выпустят, когда объявят об окончании срока отсидки. То есть это вот с этой точки зрения. Но если акт амнистии, преступление выявлено вне зависимости от этих 6 месяцев, сказать, закон закончился и мы больше не будем применять, это неправильно.
Вот, как раз мы хотим сказать, что бремя доказывания пропуска срока не лежит на плече конкретного лица, правильно? Да. Это речь идет о том, что если вдруг бездействие, неэффективная работа правоприменительных органов, в данном случае, если мы говорим лица осужденные, это проблема не этого человека. Да. Вот этот момент Да. должен быть ясным. Присаживайтесь. Можно я Да. небольшой комментарий? Не к вам. Вообще вот продолжение темы, что здесь студенты присутствуют, и дальше еще будут выступающие другие, да? Айдарбек Хасымалевич, я вам хотел сделать замечание. Вы не давайте оценку. Вы задали вопрос, человек отвечает, и говорить то, что вы неправильно сказали, это недопустимо. Вы задали вопрос, он ответил, и все. И не надо давать здесь оценку. Хорошо? Вы это сделали. Пожалуйста, не повторяйте. Спасибо. Присаживайтесь. Так.